Маждуалцы, хамсырнокоси. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Так, друзья, я сегодня не буду в поле зрения. Так, у меня небольшой заказ поступил. Сейчас, минуточку. Меня не будет видно, но у меня есть микрофон, поэтому ходить по кухне могу. Сейчас принесу ложку. Вроде бы все подготовила, все равно не все подготовила. Так, вот последний мой ролик был, как я делаю тут уборку, да, на кухне, но я до конца еще не убралась. Но небольшие заказы все-таки, я говорила вам, что не буду делать заказы, но пришлось мне делать заказы, прерываться. Со мной был еще малыш, двое, правда, уехали к родителям мужа. Еще не все убрала, еще не все сделала, все у меня стоит там по столам, по тумбочкам, надо все расставить, но потом вам, наверное, покажу. Сейчас что? Вчера я просто испекла для себя и для моей подруги пирожки с капустой, выставила их у себя в сторис в WhatsApp. И пошли заказы. Вчера 30 пирожков заказали, еще 10, короче, 40 вчера. И сегодня тоже. Только я начала уборку после утреннего завтрака нашего. Заказали снова 10 пирожков. Ну, сейчас замешу тесто. Их, конечно, будет больше. Поставлю, что у меня есть свободные продажи. И мои несколько девочек попросили меня рецепт теста. Хотела быстренько снять без вас, а потом думаю, ну что, все равно снимаю. Давайте-ка выпущу и в YouTube. Так, ну что, это вступление было для YouTube. Все-таки для других будет это слишком долго. Смотрите, что нам нужно. Я описание оставлю, а сейчас просто буду говорить. Здесь у нас тут молоко с водой напополам. Пол-литра молока и пол-литра воды. Столовая ложка, чайная ложка сахара. Теплое молоко с водой, тепленькое, чтобы и горячее нельзя, и холодное нельзя. Так, ложку намочила. И столовая ложка сухих дрожжей. Можно, конечно, и живых дрожжей. У меня есть в морозилке, но сейчас не буду заморачиваться. Это как бы опара. Можно и без опары. Но немножко пускай постоит. Минут 10, пока шапочка не прикроется. Видите? Так, наверное, буду шушать, потому что у меня фартук клеенчатый. Так, ну все, дрожжи растворили. Теперь будем ждать, пока они немножко подойдут шапочкой, и дальше будем действовать. Так, ну вот, дрожжи наши заработали, как вы видите. Так, девочки, я, к сожалению, не знаю, сколько, не стала мерить. Ну, может быть, потом как-нибудь отмерю. Сколько у меня тут уходит муки. Ну, я делаю это на глаз. Сейчас посмотрим. Видно? Так. Просто сколько возьмет муки не на очень тугое тесто. Как я сказала, тут у меня пол-литра молока и пол-литра воды. Тепленькая. Ну, где-то 36 градусов. Так. Два яйца. Так, и понемножечку начинаем замешивать тесто. Конечно, было бы проще. Просто я не додумалась. Но я показываю, как я делаю, чтобы вам сказать, сколько муки уходит. Друзья, это у меня так... Я не могу сказать, что это мое тесто. Где-то я его прочитала, по-моему, и делаю. С тех пор делаю так. Можно добавить сливочное масло сюда. Но для пирожков я не буду добавлять. В принципе, я даже этим же тестом делала и осетинские пироги, но добавляла
немного сливочного масла. Так вот. Так, пока соль не добавляю, чтобы в процессе замешивания немножко дрожжи лучше работали. Как только добавляется соль, дрожжи медленнее работают. Честно сказать, хотела 2-3 дня вообще не брать заказы, но не получается. Постоянным клиентам отказывать не хочется. В принципе, и новеньким не хочется отказывать. Сами понимаете, это работа такая. Так. Столовую ложку убрала. Сейчас, минуточку. Так. Такую без горки столовую ложку соли. Левой рукой не умею ничего делать. И все, теперь замешиваем наше тесто. Так, ну все. Вот как видите, вот такой вот консистенции должно быть тесто. Вот оно. Больше не будем замешивать в муке. Все. Так. Смажем нашу чашку. Вообще-то, сейчас я, наверное, ну, где-то грамм 50 масла растительного надо. Так вот, сейчас, минутку. Так, ну и так, грамм 30, как я сказала, 50, от 30 до 50 грамм примерно. Я просто даже не знаю, потому что я делаю это на глаз. Добавляю растительное масло. И вот так вот тоже снова тщательно его уже в масле перемешиваю с маслом. Вчера очень вкусные получились. Мы и дома поели, как я сказала, и отправили, и продали. В принципе, эти пирожки, конечно, больше заходят зимой, но и летом тоже. Особенно на ужин. Вчера очень хорошо у меня поели, и мои поели. И подруга писала, что ей очень понравилось. Вот все. Масло вбилось. Так, сейчас прикроем пленкой. Очень жарко у нас. Тесто быстро подходит. Вчера буквально за полчаса у меня подошло тесто. Так, заказывала у меня еще котлеты. Поставила на разморозку фарш. 10 котлет и 10 пирожков. Ну, надо будет группе сказать, что будут пирожки в свободную продажу, потому что тесто все равно замешано. Сейчас капусту буду делать. У меня есть, осталось со вчерашнего дня тушеная капуста, но надо будет еще потушить. Все равно начатый вилок капусты лежит, пропадет.
Вообще эти пирожки делаю, знаете, как? После голубцов остается же капуста. Она же до конца все-таки не используется в голубцах. Там маленький вилочек остается, да? Так, разматываю эту пленку. Чтобы эту капусту не выкидывать, я из нее ее тушу и делаю пирожки. Так. Ну, вот так вот прикрываем пленкой, чуть-чуть оставляем для попадания воздуха. И все. И пусть теперь наше тесто стоит, а тем временем приготовлю капусту. Так. Ну что, сейчас тесто отставим. По-моему, нормально видно, да? Все, сейчас будем дальше продолжать. Быстро эти 10 пирожков сделаем. Так, девочки, у меня, значит, один пирожок получается где-то 65-70 грамм. Не больше. Вчера вот сделала, было нормально. Вот так вот. Сейчас быстренько поставим на расстойку. И тем временем я уже лук перемолола с картошкой для котлет. Котлеты я делаю по СССРовскому, можно сказать. Так, это у меня размораживается грудка куриная для курицы по-арабски. К сожалению, запасов у меня нет. Были в подготовке. Да, она знает, я позвонила. Ну, если что, скажешь 10 грудок. Тут у нас рядом бойня, вот послала тоже за грудками. Может быть, быстрее разморозки он мне свежую принесет, чтобы сделать. Обычно я кладу, конечно, подготавливаю, но просто нет времени. Еще с этой генеральной уборкой задела ее. Так, друзья, я, как видите, работаю мукой. Можно и маслом. Я не знаю, я почему-то не люблю работать маслом, хотя можно было чуть-чуть масла и на руки бы масло, да. Ну, капусту я, конечно, не взвешиваю, просто на глаз. И все, как обычные пирожки, залепили и положили. Все. Так, надо включить еще дальше. Кто любит начинки побольше? Вообще-то я не люблю много начинки для себя, но людям, конечно, лучше положить начинки побольше. Вот так вот. Так, попросили у меня рецепт, поэтому снимаю. Так, ну что, последний пирожок. Так, девочки, капусту я... Это вчерашняя у меня. Тушить не поставила, правда, нашинковала. Ну, ничего сложного. Ну, если что, просто объясню. Нашинковываете капусту, как хотите. Ну, если соломка длинная, то вот как я, немножко подкоротите ее, чтобы в пирожок положить. Морковка, лук. И на таком медленном огне под крышкой тушу до мягкости капусты. Специи какие хотите. У меня тут просто черный перец, чесночный перец и зелень, петрушка с укропом. Все, 10 пирожков мы уложили. Сейчас снова накроем их пленочкой. За полотенцем бежать туда не хочется в комнату. Все полотенца, все убрала туда, чтобы замочила, вернее, с моей генеральной уборкой. Ну, положим пленку. Так, ну вот, прикрыли пленочкой. Минут на 10, наверное, пока они подойдут.
Все, тем временем сейчас приготовим одно яйцо, чуть-чуть молока. Теперь пока отдыхают. Так, ну вот, одно яйцо и чуть-чуть молока. Можно и без молока. Чуть-чуть. Так, ну что, друзья, пирожки наши уже подошли. Тем временем я уже сделала курицу по-арабски, поставила в духовку. Так, из другого теста тоже, ну, из оставшегося теста тоже нужно сделать пирожки. Так, теперь вот так вот размажем наши пирожочки. Так, включилась маленькую духовку. В большой духовке у меня стоит. Я вам попозже покажу. Не то, что духовка, я купила жарочный шкаф себе большой. Потом вам покажу. Так, все коробочки, все у меня стоит помытое, поэтому кунжут в пакете. Ну, немножко вот так вот кунжутиком пройдемся для красоты. Сейчас на разогрев поставила духовку, пока разогреется, потом поставим духовку, значит, на 180 градусов, где-то 25 минут, 30 минут. Смотрите по своей духовке. В жарочном шкафу у меня даже за 19 минут они вчера пожарились. Там нет температурного режима как такового. А тут в маленькой духовочке есть все это. Так, тесто еще раз подходит. Надо быстрее остальные пирожки. И сейчас котлеты нужно сделать. Так, ну и вот, девочки. Вот такой вот заказ. Курица по-арабски. Так, сейчас на подходе отправляю. Вот видите. Вот такая красота. Сейчас. Так, ну и вот наши пирожки готовы. Уже и котлеты у меня готовы. Отправляю сейчас. Так, ну еще раз повторюсь. Все, отправляю вот такой вот заказ, значит. Заказ у нас тут по месту жительства моего, Кантышева. Котлеты у меня еще жарятся. Так, ну и вот готов мой третий заказ на данный момент. 20 котлет отправляю.